Если мы говорим с вами о слитном, дефисном или раздельном написании, то мы, конечно, говорим с вами сразу о нескольких частях слова. Уважаемые коллеги, помимо того, что учащимся нужно определиться с местом, где находится орфограмма, учащимся еще и важно поработать с частями речи. И в частности, в том примере, который сейчас находится на слайде, вы как раз и видите обозначение частей речи. Помимо того, что детям нужно помнить, собственно, о частях речи, нужно еще и разбираться в формах этих частей речи. То есть различать между собой краткое прилагательное, краткое причастие, например, наречие, деепричастие от глагола, но и другие части речи друг от друга тоже. Например, производные предлоги от наречий, от деепричастий, от существительных с предлогами. Уважаемые коллеги, помимо того, что учащимся нужно хорошо представлять строение слова, части речи, им, конечно, нужно еще и разбираться в формах, в которых употреблены эти слова. Ну и в частности, форма падежа сейчас в задании, которое перед вами, тоже выделена. Уважаемые коллеги, помимо того, что мы с вами понимаем в этом задании, конечно, представлен морфологический принцип написания слов в русском языке, мы, конечно, понимаем, что учащимся нужно обращаться еще и к фонетическому принципу. То есть девятиклассникам нужно напомнить о том, как характеризуются звуки русского языка, в частности, согласные звуки. Уважаемые коллеги, таким образом, само задание предполагает, что учащиеся работают со словами разных частей речи, кроме того, что они работают с разными частями слова, то есть с морфемами, и кроме того, что они еще и должны помнить об условиях написания, учащиеся работают с правилами. И эти правила представлены в форме верных и неверных утверждений. И мы с вами понимаем, что в данном случае очень важно, чтобы дети владели стратегиями смыслового чтения, чтобы у них были развиты навыки читательской грамотности, чтобы они как раз могли найти в утверждении часть, которая верна, например, это указание на часть речи, и часть утверждения, которая неверна. И вот как раз этот элемент неверный, он может быть связан в том числе и с формой слова, и с морфемой, с частью слова, ну а иногда может быть и даже с характеристикой звуков, если правописание как раз зависит от фонетического принципа. Итак, уважаемые коллеги, для того, чтобы справиться с этим заданием, учащимся нужно еще раз напомнить, как правильно определить часть речи, как определить часть слова, то есть отделить приставку от корня, окончание от корня, суффикс от корня, какие вообще в принципе существуют суффиксы у существительных, у прилагательных, у причастий. Кроме всего прочего, учащимся, конечно, нужно уметь определять условия написания. Уважаемые коллеги, учителя, преподающие в 8-9 классах, вы, конечно, когда готовите ребят к этому заданию в рамках основного государственного экзамена по русскому языку, вы, конечно, обговариваете, что вот как раз условием написания может стать та форма, в которой либо употреблен пример, либо не употреблен пример. Ну, допустим, нам дано существительное в единственном числе, а на самом деле, допустим, условие написания связано со множественным числом. Уважаемые коллеги, ну и, кроме всего прочего, учащимся важно научиться определять, в чем именно состоит ошибка. То есть в какой части правила допущена эта ошибка. Ну и для этого, мы понимаем с вами прекрасно, учащимся нужно проходить мысленно тот алгоритм, который сейчас в скрытом виде на слайде представлен. То есть определить часть речи и для себя в этом утверждении отметить, правильно ли она указана. Определить часть слова и тоже в утверждении правильно для себя отметить, верно ли эта часть слова указана. Ну и дальше уже определить условия написания и тоже уточнить, верно это утверждение в части условия написания или неверно. Уважаемые коллеги, мы теперь давайте с вами посмотрим, из каких частей должна состоять подготовка к орфографическому анализу в рамках
опять же, подготовки к основному государственному экзамену по русскому языку. Но вот первый шаг – это, конечно, обобщение теоретического материала. И в этом смысле могут помочь теоретические диктанты. Нам самим эти теоретические диктанты нет необходимости перенабирать, допустим, из орфографического справочника или, например, из параграфа учебника. Мы с вами можем обратиться к сайту грамота.ру, найти эти правила и использовать в своей работе. Ну вот посмотрите, тот пример, который сейчас вам приведен на слайде, он как раз предполагает, что учащиеся анализируют то слово, которое записано верно. Полчетверти. Пол пишется, и, разумеется, детям нужно только подставить слитно или раздельно. И уже по написанию они понимают, что нужно написать слитно, так как далее следует согласное. Уважаемые, полурока пишут через дефис, потому что... И далее ребята непосредственно анализируют условия. Конечно, задание кажется очень простым, но на самом деле для того, чтобы обобщить большой теоретический материал, вот для выполнения этого орфографического анализа в рамках основного государственного экзамена по русскому языку, следует, конечно, начинать с очень понятных теоретических диктантов. Там, где, в принципе, дети опираются уже на материал, который дан в правиле, и, по сути, должны только разобраться с тем, слитно через дефис или раздельно. Ну и как раз в начале этого правила вы видите, что ключевые слова, которые нужно детям подставить, они и так уже в правиле использованы. Уважаемые коллеги, посмотрите еще один пример того, как можно обобщать теоретический материал. Это могут быть разного рода теоретические тесты. Ну и, кстати говоря, на сайте Елены Захарьиной, учителя русского языка и литературы, которым вы тоже, конечно, пользуетесь, мы с вами можем обратиться к таким материалам для того, чтобы собрать теоретические тесты. Ну вот перед вами тест о том, как найти проверочное слово при написании безударных гласных корня. Ну вот с этим правилом ребята работают и на уровне начального общего образования, но мы с вами понимаем, что именно это правило является одним из сложных в русском языке, поэтому здесь детям нужно найти вот как раз то условие, которое станет ответом к вопросу о том, как найти такое проверочное слово. И мы понимаем, что часть ответов здесь носит алогичный характер. И вот как раз эти нелогичные утверждения детям можно предложить не только убрать, да, из ответов, но еще и, например, исправить, скорректировать. Конечно, это будет репродукция, это репродуктивное будет задание. И тем не менее, повторяя правила, которые ребята оставили в качестве верного утверждения, учащиеся еще раз и еще раз будут проговаривать вот эту орфографическую норму. Уважаемые коллеги, вот сейчас перед вами тоже вариант обобщения теоретического материала. Детям дано предложение. Это может быть группа слов, а не предложения, допустим, только краткие причастия, или только глаголы, или только деепричастия, или только существительные. И, допустим, там будет только одно условие. То есть тогда, когда мы с вами обобщаем теоретический материал, мы сосредотачиваемся на одной части речи, на одном написании, на одном условии. Ну вот сейчас вы видите на слайде не группу слов, не словосочетание, а предложение. И тем не менее, это предложение очень важно, чтобы еще раз детям показать, что перед ними краткое причастие, и это краткое причастие играет роль составного именного сказуемого. То есть, по сути, это задание можно использовать не только для того, чтобы повторять орфографию. Конечно, после того, как вы, допустим, провели орфографическую разминку в начале урока, это же задание и это же предложение мы можем с вами использовать для того, чтобы повторять, например, постановку знаков препинания в сложно подчиненном предложении. Но пока давайте вернемся к орфографии. Итак, уважаемые коллеги, это еще один вариантик того, как повторять теоретический материал. Учащимся нужно выбрать правильное утверждение, но при этом, посмотрите, пожалуйста, среди неверных утверждений есть те утверждения, с которыми можно дальше поработать. То есть эти утверждения можно прокомментировать. Вот, например, посмотрите на утверждение «в». Пишется раздельно,
так как при причастии есть зависимое слово. И вот тут-то как раз можно с учащимися уточнить, вот при каком условии, как надо изменить пример, который дан в предложении, чтобы и эта норма тоже была верной. И, конечно, учащимся нужно будет привести полное причастие, и тогда еще не кошенная трава, вот при этом условии пункт В, утверждение под пунктом В, будет верным. Ну и кроме всего прочего, мы, конечно, еще будем обговаривать, что это будет полное страдательное причастие. И вот при выполнении этих условий пункт В – это утверждение, с которым можно будет и дальше поработать. Уважаемые коллеги, это же задание можно использовать по-другому. Ну, допустим, учащиеся у вас выбрали верное утверждение, которое подходит к этому предложению, выбрали те утверждения, которые вообще никаким примером не подойдут, то есть они алогичны, и выберут те утверждения, которые подойдут к другим примерам. Не к этому краткому причастию, а к другим причастиям. И вот тогда вот те утверждения, которые в принципе есть в правиле, те условия, которые обсуждались вот как раз вместе с другими правилами при изучении причастий, можно будет тоже разобрать, но уже, чтобы учащиеся сами привели примеры. И вот тогда будет, конечно, работа более цельной, более полной, то есть учащиеся проанализируют, в принципе, все утверждения, которые даны сейчас в качестве примера. Уважаемые коллеги, вот еще один вариантик работы с теоретическим материалом. Мы с вами знаем, что вот как раз правописание суффиксов «ец», «иц» в существительных тоже вызывает затруднения у учащихся, но в большей степени даже у учащихся 11 классов, тогда, когда они готовятся к единому государственному экзамену по русскому языку. И здесь, конечно, множество утверждений, часть из них верная, часть неверная, но посмотрите. С одной стороны, учащиеся могут только выбрать верное утверждение, а с другой стороны, они как раз в том словарном диктанте, который вы составите, могут найти именно существительные, которые подходят к тем утверждениям, которые учащиеся посчитали верными. Можно таким образом провести выборочный словарный диктант. Можно провести не только словарный диктант, а в принципе диктант небольшого объема. Учащимся позволить, разрешить использовать вот те правила, которые они уже выбрали, и непосредственно потом с этими правилами справляться тогда, когда они будут выполнять диктантик или контрольное списывание. Безусловно, и в 9 и 11 классе контрольное списывание тоже очень полезный вид работы, особенно тогда, когда правила уже давно не повторяли, давно не обобщали. И нам важно, чтобы учащиеся соотносили условие и пример слова, которое в тексте записано правильно. Ведь при списывании дети видят, как слово записано. И тогда они работают и с утверждением, и со словом, над написанием, в котором пока не нужно думать, нужно только соотнести правило, орфографическое правило, и само слово. Эта работа тоже очень полезна, она тренирует орфографическую зоркость. Вот посмотрите еще один пример работы с теоретическим материалом. Здесь сгруппированы амонимичные части речи. И вот в частности это предлоги, это производные предлоги и непроизводные предлоги, это союзы, это местоимения, это наречия. Мы с вами знаем, что здесь же можно, конечно, поработать и с существительными, с предлогами, и с депричастиями. И опять же, вот здесь нужно ребятам поработать с верными утверждениями, которые касаются правописания служебных частей речи. И вот как раз, если мы делим это задание, то ребятам нужно сначала во всех утверждениях вот как раз и найти упоминание служебных частей речи и проверить, а действительно ли приведены в примерах служебные части речи. Ну вот считаю, что разговор об этом нужно вести отдельно, то есть эту группу, этот вид орфограммы нужно обсуждать с детьми отдельно, потому что не так много у нас в учебнике 7 класса материалов для того, чтобы отрабатывать правописание служебных частей речи. Итак, уважаемые коллеги, это вот еще один вариант того, каким образом обобщать теоретический материал. То есть, по сути, дети видят правила,
но сразу несколько правил и сразу несколько групп служебных частей речи. Поэтому подобную работу уместнее проводить только после того, как по отдельности эти предлоги и эти союзы, амонимичные написания дети уже видели, проанализировали, может быть, работали и в рамках домашнего задания, и в рамках практической работы. Уважаемые коллеги, еще один вариантик – это составление алгоритмов. И в частности, перед вами сейчас алгоритм правописания о, е, ё после шипящих. И посмотрите, этот алгоритм очень похож на тот, который я уже представляла тогда, когда мы с вами анализировали само задание, орфографический анализ на основном государственном экзамене по русскому языку. То есть первый шаг этого алгоритма – это определение части речи. Мы с вами понимаем, что если ученик в 9 классе, в 8 классе при подготовке к экзамену не умеет определять часть речи, неверно определяет часть речи или вообще игнорирует этот шаг, то, конечно, это приводит к многочисленным ошибкам, потому что все-таки морфологический принцип русской орфографии, он один из ведущих принципов. Поэтому и в этом алгоритме вы тоже видите первый шаг, который определен ребенком, это алгоритм, который составлен учеником, это определение части речи. Следующий шаг – это работа с частью слова, потому что мы с вами понимаем, что правописание о, ё, е после шипящих предполагает определение не только части речи, но еще и того, где, в какой части слова у нас находится это гласное в суффиксе, в окончании или в корне. Ну а дальше, собственно говоря, после того, как определено место орфограммы, мы с вами должны говорить о том, какое условие мы сейчас с вами используем. Ну, например, если это суффикс или окончание прилагательного, существительного или наречия, то мы, конечно, понимаем, что написание зависит от ударения, но при этом есть исключения. Это отглагольные существительные, и примеры этих отглагольных существительных тоже приведены в алгоритме. Уважаемые коллеги, очень часто дети ориентируются вот только на ударение. И этот же принцип пытаются перенести тогда, когда мы говорим о написании в корне. Но мы с вами понимаем, что эта сильная ударная позиция, тем не менее, должна быть подтверждена. Подтверждена путем подбора однокоренных слов. Итак, уважаемые коллеги, это вот еще один прием, который позволяет нам обобщить теоретический материал при подготовке к орфографическому анализу. Уважаемые коллеги, вот это тоже обобщение теоретического материала. Вы видите таблицу, в которой, в принципе, правила нет. Правило размещено перед таблицей. А в таблице представлены неизменяемые приставки русского языка. И мы с вами, конечно, понимаем, что эти неизменяемые приставки пишутся единообразно. В этом, собственно, и норма. И вот сейчас вы видите таблицу заполненную. На самом деле мы можем предложить детям, например, только корни или только основы, производные основы. И далее уже сами дети будут составлять слова, но только нужно будет обговорить слова какой части речи преимущественно образуются при помощи той или иной приставки. Конечно, словотворчество, которым занимаются ребята на уроках русского языка, это здорово, но тем не менее, выполняя, например, такие задания в табличном формате, когда дети приводят примеры слов с конкретным суффиксом, с конкретной приставкой, с конкретным окончанием, нужно каждый раз еще раз обобщать части речи для того, чтобы учащиеся соотносили между собой словообразовательную морфему или морфему, которая показывает форму, является формообразующей, и, соответственно, собственно, сам корень или основу, от которой они дальше произведут это слово. Итак, уважаемые коллеги, это вот еще один прием работы с теоретическим материалом, но уже с приведением конкретных примеров. Продолжим, коллеги. И вот сейчас вы видите уже прообраз орфографического анализа, задание номер 5 на основном государственном экзамене по русскому языку. Но вы видите, что это задание, оно ориентирует детей только на работу с приставками «пре» и «при». Ну и вот как раз, когда уже теоретический материал обобщен, когда правила, в принципе, детям уже понятно,
мы обращаемся с ребятами к работе вот с такими группами слов, которые объединены одной орфограммой. По сути, подсказка здесь уже дана. Работать нужно с приставкой, нужно определять значение приставки. И если ребята тогда, когда повторяли правила очень хорошо, например, с помощью алгоритмов эти значения обобщили, то, конечно, у них не возникнет трудностей в том, чтобы вписать это утверждение, дописать, для того, чтобы оно было верным. То есть здесь, в этом задании, речь идет только о верных утверждениях. Посмотрим еще одно задание. Оно тоже обобщено. Здесь нужно работать только с приставками и с написаниями и после приставок, после русских приставок, иноязычных приставок. Уважаемые коллеги, и здесь тоже, конечно, есть подсказка. На конце приставки вместо «и» пишется «ы» согласно произношению. Но, тем не менее, часть утверждения детям нужно восстановить. И не будет, наверное, лишним на первых порах, особенно тем детям, которые требуют особого нашего внимания, которым сложно запоминать теоретический материал, вот не будет лишним разрешить таким ребятам пользоваться теоретическими диктантами, которые, допустим, были написаны до этого задания. Уважаемые коллеги, вот те ребята, которые приучены работать с правилами, они найдут условия. Ну а те, которые и так испытывают затруднения, им, конечно, это будет еще раз подспорьем для того, чтобы они обобщили правила, еще раз прочитали это правило и только потом вписали часть утверждения, которая пропущена. Уважаемые коллеги, ну и теперь посмотрите, пожалуйста, на тематический практикум. Он уже в большей степени, конечно, похож на те задания, которые нам предлагают в рамках основного государственного экзамена по русскому языку. Мы сейчас с вами уже не будем говорить об обобщении теоретического материала, мы перейдем к примерам практических заданий. И вот и посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вот после того, как отдельные правила уже обобщены, важно, конечно, детям давать слова не на разные орфограммы, а пока на одну и ту же. И вот сейчас эти слова объединены тем, что во всех них есть чередующаяся гласная в корне. И здесь, конечно, коллеги, детям нужно помнить очень много условий, которые влияют на написание либо О, либо А, либо Е, либо И. Мы с вами знаем, что у нас еще и есть историческое чередование, которое не подчиняется ни, например, ударному положению, если мы говорим о правописании чередующихся гласных, ни последующей гласной после корня. Но мы с вами знаем, что такого рода чередующиеся гласные корня, такие как, например, заклинать, заклясть, вот в рамках орфографического анализа в 9 классе не предлагаются. Они предлагаются в 11 классе в рамках задания номер 9. Поэтому еще раз предлагаю посмотреть вам вот на этот принцип группировки слов с одной и той же орфограммой, для того, чтобы учащиеся вот как раз уже в следующем полугодии, после того, как вы в первом полугодии большую часть орфографических правил уже обобщили, могли применять эти правила, но пока по отношению к группам слов, которые объединены одним и тем же правилом или одной и той же группой орфограмм. Уважаемые коллеги, еще один пример. Это тоже тематический практикум. Речь уже идет об отработке умений применять правила. И вот этот небольшой практикум проводится буквально в начале урока в течение 5-7 минут. Учащиеся сначала непосредственно работают еще раз с правилом, то есть практикум назван, дети видят, что это за орфограмма, они могут воспользоваться алгоритмом своим, очень быстренько повторить его и уже потом непосредственно работать с верными, неверными утверждениями. Посмотрите, пожалуйста, из каких частей состоит задание. С одной стороны, детям нужно отметить верные утверждения, а с другой стороны, исправить ошибки в неверных утверждениях. И вот в частности, в том примере, который вы видите, неверные утверждения были связаны с частью слова. Не столько с условием, сколько с частью слова. То есть неверно были обозначены суффиксы, хотя на самом деле нужно было работать, например, с окончаниями. Поэтому, коллеги, обратите внимание на то, что это тоже тематический практикум.
И в рамках этого тематического практикума дети имеют возможность еще раз обращаться к теоретическому материалу. То есть мы соединяем теоретический материал и работаем дальше с практическим материалом. Еще один вариантик, уважаемые коллеги, это вот тоже тематический практикум, это правописание омонима. Эта таблица незавершенная. На самом деле у ребят есть еще дополнительные две части. Я здесь привела пример только того, как выглядят сами задания непосредственно для детей. А на самом деле есть еще две колоночки, и вот в этих колоночках как раз детям и нужно указывать часть речи. И в частности отмечать, что в примере «решил задачу по-новому» они работают с наречием, которое образовано приставочно-суффиксальным способом, конечно, пишется через дефис. А вот, например, в примере «затем озером виден лес» учащиеся работают с местоимением, и это местоимение указательное вместе с предлогом, конечно, пишется раздельно. Уважаемые коллеги, можно таким образом сформулировать задание, оформить задание, чтобы у учащихся была возможность вот в этой табличной форме еще раз развести, разделить части речи и понимать, что от этого зависит слитное, раздельное или написание через дефис вот как раз омонимичных частей речи. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, еще на один тематический практикум. Еще раз оговорюсь, что все тематические практикумы, они обозначены по тем орфограммам, которые детям нужно будет сейчас обобщать. И так как мы с вами понимаем, что курс синтаксиса в 9 классе достаточно объемный, то, конечно, эти практикумы, которые проводятся в начале каждого урока, эти орфографические практикумы, они небольшие. То есть, допустим, на предыдущем уроке мы сначала повторили теорию о правописании суффиксов причастий, мы привели несколько примеров таких слов, выполнили небольшой словарный диктант или небольшой тест, а вот на следующем уроке мы, собственно говоря, уже этим правилом можем пользоваться. И вот посмотрите, здесь двойное задание, то есть детям нужно сначала восстановить правила, указать, от чего зависит правописание суффиксов действительных и страдательных настоящего времени, и только потом уже образовать эти причастия от глаголов, которые даны в таблице. Более того, для экономии времени вы видите, что сами причастия, собственно говоря, приведены. Учащимся необходимо только поработать с теми гласными, которые как раз и будут зависеть от спряжения глагола, от которого эти причастия образованы. Уважаемые коллеги, вот это еще один пример тематического небольшого практикума. Посмотрите, это, собственно, продолжение. Да? Мы предполагаем, что это серия уроков, на которых учащиеся обобщают суффиксы причастий. И еще раз оговорюсь, уважаемые коллеги, эта серия уроков проводится непосредственно на тех же занятиях, на которых учащиеся работают с синтаксисом сложного предложения. Ну, вот если мы говорим о первом полугодии, они работают с синтаксисом сложно подчиненного предложения, то есть изучают сложно подчиненное предложение и пунктуацию сложно подчиненного предложения. Ну вот вы видите утверждения, которые связаны с правописанием суффиксов действительных причастий. Здесь представлены действительные причастия настоящего времени. И посмотрите, учащимся опять же нужно уточнить, причастие ли это? Нужно уточнить, действительно ли оно образовано от глагола первого или второго спряжения. Ну и обратите внимание на то, что суффиксы здесь неправильно отмечены, и это тоже детям нужно уточнить. То есть вроде бы и спряжение совпало, вроде бы и правильно указана часть речи, это причастие, но тем не менее суффикс обозначен неправильно. И вот с этим тоже нужно ребятам поработать для того, чтобы они запомнили, какие же все-таки суффиксы причастий зависят от спряжения глагола, точнее говоря, от того, от глагола какого спряжения образовано причастие. Вот посмотрите теперь, пожалуйста, уважаемые коллеги, на то, какие ресурсы мы можем с вами использовать для того, чтобы набрать как можно больше материалов для теоретических разминок и для практикумов, для тематических практикумов. Уважаемые коллеги, напомню о том, что на сайте Федерального института биологических измерений помимо открытого банка заданий ОГЭ
Помимо открытого банка оценочных средств по русскому языку, помимо, собственно, демонстрационных вариантов контрольных смирительных материалов, а мы с вами, кстати говоря, можем использовать эти варианты разных годов при подготовке к экзамену, потому что, собственно говоря, в этих вариантах содержатся ведь тоже задания орфографические. Помимо этого у нас с вами есть навигатор подготовки. Думаю, что вы к этому навигатору подготовки уже обращались. И вот если мы с вами переходим по вкладке к навигатору подготовки по русскому языку, то мы как раз и видим с вами перечень тех орфограмм, которые необходимо с учащимися повторить для того, чтобы быть готовыми к выполнению этого задания орфографического анализа. Уважаемые коллеги, вот посмотрите, пожалуйста, на те примеры орфограмм, которые сегодня вообще не звучали. Вот, например, правописание отрицательных местоимений и наречий, правописание личных окончаний глаголов, собственно говоря, употребление мягкого и твердого разделительных знаков, употребление гласных букв и «ы» после шипящих и «ц». Вот самые разные орфограммы, и еще раз повторю, уважаемые коллеги, сегодня уже называла, что это еще и орфограммы, которые изучались в 5 классе, а на самом деле еще чуть раньше, в 3 и 4 классах. Поэтому, коллеги, посмотрите, пожалуйста, действительно ли все орфограммы вы уже с детьми повторили. Не нужно ли к какой-то орфограмме вернуться, потому что, может быть, дети показывали недостаточный уровень выполнения заданий по этой орфограмме. Уважаемые коллеги, вот в этом же навигаторе в нижней части находятся, собственно говоря, ссылки на уроки, которые можно детям порекомендовать, чтобы они быстро, еще раз, при возможности, если у них есть подключение к интернету, могли быстро повторить теорию. Это ссылки, которые даны в навигаторе, это гиперссылки, которые актуальны, ссылки, которые даны на уроки, на видеоуроки, видеолекции на платформе Российская электронная школа. И вот, допустим, мы переходим по одной из ссылок, находим правописание суффиксов в именах прилагательных. Сейчас эта ссылка у меня просто в качестве скриншота приведена, но на самом деле это видеолекция, которая предусматривает, что вот те записи, которые сейчас вы видите на слайде, которые представлены в таблице, вот во время этой видеолекции эти записи постепенно появляются. То есть учащийся работает с каждым отдельным словом по отдельности. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу прощения за повтор, и тем не менее, обратите внимание, если у ваших учащихся есть возможность работать с этими видеоресурсами, это не будет лишним, а ссылки в навигаторе уже даны, готовые ссылки. Здесь же, в навигаторе самостоятельной подготовки к основному государственному экзамену по русскому языку, и не смотрите на то, что это навигатор 2021 года, он подходит для нас. Вот здесь же, в этом навигаторе, кроме ссылок на теоретические материалы, даны ссылки на практические задания. И когда мы с вами переходим по этим ссылкам, мы, собственно говоря, видим задания, которые так будут выглядеть в тех экзаменационных материалах, с которыми учащиеся будут работать уже на экзамене. Коллеги, я вот сейчас умышленно привела пример из открытого банка заданий ОГЭ. На самом деле, тогда, когда учащиеся работают со ссылками, гиперссылками в навигаторе, они попадают на отдельные задания. К сожалению, проверить эти задания автоматически, пока программа не позволяет. Может быть, когда-нибудь этот навигатор будет настроен таким образом, чтобы у учащихся была возможность сразу проверить, правильно ли они выполнили задание. А пока они могут только это задание скачать, например, распечатать, выполнить и принести вам, или сохранить в электронном виде, допустим, в форме презентации, в форме PDF, в формате, допустим, PDF-документа, и опять же выполнить и, например, отправить вам в электронном виде или принести на проверку. Оговорюсь, вот сейчас у вас на слайде пример из открытого банка заданий ОГЭ, а в навигаторе эти задания расположены не друг под другом, а каждое задание по отдельности. Но вот сложность этих заданий в том, что здесь учащиеся работают сразу с разными правилами, с разными орфограммами. То есть у них нет возможности по отдельности, например, разбирать сразу
5 примеров, которые связаны только с написанием личных окончаний глаголов или окончаний в разных падежах имен существительных, или, например, нет возможности поработать только с деепричастиями и только с производными предлогами, которые образованы от этих деепричастий, на то, чтобы дети научились различать, где все-таки деепричастие, а где все-таки это предлог. Я имею в виду пример со словом «несмотря». Итак, уважаемые коллеги, это вот еще один ресурс, который вы можете использовать, но обращу ваше внимание на ресурс, где у учащихся есть возможность проверить себя. Это учебник грамоты. Он размещен на сайте грамота.ру. Вы можете его найти. Посмотрите, он находится во вкладке «Репетитор онлайн». Он не требует никакой регистрации. Он абсолютно бесплатный. Более того, посмотрите, здесь на сайте грамота.ру есть и учебник грамоты «Орфография онлайн», и есть учебник грамоты «Пунктуация». И это тоже онлайн-тренажер. Уважаемые коллеги, вот здесь я как раз показала то, что появляется у детей тогда, когда они наводят курсор, то есть наводят мышку, так как вот сейчас я сделала, вот наводят мышку на слово. Они видят несколько вариантов написания, и здесь же, посмотрите, они могут вернуться к правилу. То есть, собственно, задание практическое и само правило находятся на одной странице. Это очень важный элемент. Немного тренажеров, отнюдь немного тренажеров в сети интернет так выглядят. Поэтому, уважаемые коллеги, обратите внимание учащихся на то, что они могут поработать с таким тренажером. Оговорюсь, да, что здесь, конечно, они не сразу увидят правильный вариантик, но зато у них есть возможность возвращаться и возвращаться вот как раз к этому правилу, работать с этим правилом. Уважаемые коллеги, вот на сайте грамота.ру собрано достаточно много правил, орфографических правил, поэтому выбор здесь, конечно, большой. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами сегодня как раз разобрали примеры того, как обобщать теоретический материал, как поработать с практическими заданиями. И очень важный принцип, который мы рекомендуем соблюдать при подготовке к орфографическому заданию, это принцип, связанный с группировкой слов по орфограммам. То есть перед тем, как учащимися переходить, собственно, к заданиям в формате ОГЭ, нужно, конечно, поработать отдельно с разными группами орфограмм. Уважаемые коллеги, желаю успешной подготовки к основному государственному экзамену по русскому языку.